зачастую нештатные, зачастую штатные. Ну, смысл в том, что мы сегодня прекрасно понимаем значимость того диалога, общественного диалога, который выстраивается благодаря наличию журналистики в целом. В нашем городе активно развиваются и конкурируют за аудиторию как и государственные, так и муниципальные, и частные средства массовой информации. Развитие конкуренции дает возможность для развития в целом всей системы и развитию общественного диалога. Сегодня любая власть, она должна быть открытой, она должна быть быстро уметь реагировать на изменяющиеся запросы населения, адекватно реагировать на критику. И здесь в первом ключе, конечно, стоит взаимодействие с журналистами. У нас мир журналистов в городе представлен широко, и это сотни СМИ, изданий, как в классическом виде, так и в электронном. И это тысячи людей, целая армия профессионалов, которые работают в этой области. Мы в окружной администрации для себя и как руководство в целом, так и руководство структурных подразделений понимаем всю эту значимость и имеем четкую установку на работу в взаимодействии с журналистами. Мы нацелены на то, чтобы быстрее давать комментарии, разъяснения по тем или иным обстоятельствам, причинам, которые возникают. Значит, 2022 год для нас для всех был годом насыщенных событий. Мы этот год точно не забудем. В этом году мы, помимо широкого празднования столетия республики, отмечали 290-летие нашего города, отмечали 25-летний юбилей празднования СХ местности Усть-Хатынь. Вместе с тем, мировая повестка, она, безусловно, отразилась и отражалась на жизни города Якутска и горожан. Желаю вам также оставаться в том темпе, в том состоянии, когда вы, в ресурсном состоянии, скажем так, когда вы на гребне находитесь и быстро реагируете на все эти изменения и выдаете информацию объективной, так, какой она есть. Хочу пожелать вам в 2023 году исполнения ваших профессиональных целей, благополучия в вашей личной жизни, успехов в всех отраслях жизни, личная жизнь, здоровье, благополучие семейное, ну и профессионально развиваться, развивать в целом журналистику в городе Якутске. Спасибо вам большое. За значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Саха-Якутия, высокий профессионализм и добросовестный труд юбилейным знаком городского округа город Якутск к столетию со дня образования Якутской АСР награждается Иванова Екатерина Прокопьевна, заместитель главного редактора Якутского Саха-информационного агентства. Социально-экономическое развитие столицы Республики Саха-Якутия, добросовестный труд и плодотворную работу юбилейным знаком городского округа города Якутск 390-летия со дня основания города Якутска награждается Бочкарева Юлия Иннокентьевна, собственный корреспондент ТАСС Республики Саха-Якутия. Роман Анатольевич, специальный корреспондент федеральных телеканалов. Гуглева Ирина Ивановна, директор ГТРК Саха. Андрей Владимирович, главный редактор Якутского Саха-информационного агентства.
редактор газеты «Кин Город». Игорь Дмитриевич, главный редактор интернет-издания Якутия.Форм.ру. Тихонова Елена Гаврилевна, главный редактор общественно-политической интернет-газеты Якутия.ру. Мария Николаевна, генеральный директор, главный редактор издательского дома «Илтумен». Сумченко Сергей Михайлович, специальный корреспондент. Вечерний. Никифорова Вера Львовна, главный специалист отдела цифровой коммуникации. Рахматуллина Ксения Александровна, руководитель пресс-службы МЧС Республики Саха-Якутия. Сыровятников Владимир Иннокентьевич, руководитель типографии имени Юрия Алексеевича Гагарина. Васильева Елена Николаевна, аналитик муниципального центра управления города Якутска. Развитие городского округа города Якутск, почетной грамотой окружной администрации города Якутска награждаются Акимова Майя Прокопьевна, собственный корреспондент МИА «Россия сегодня», РИА Новости. Главный редактор парламентской газеты «Илтумен». Владимировна, главный редактор интернет-издания «Тайга-Пост». Слово для поздравления предоставляет
муниципального казенного учреждения Центр информационных технологий Любови Дмитриевне Сароватской. Здравствуйте, дорогие мои коллеги. Мы с вами находимся на одном поприще, делаем практически одно и то же дело. Это мы доносим до каждого горожанина достоверную, оперативную, правдивую информацию. Я хочу сегодня вас поблагодарить за то, что вы у меня есть, я у вас есть, за то, что мы делаем наше общество, наверное, для того, чтобы оно было информировано достоверной информацией. Да? Сегодня у нас двойной праздник, Старый Новый год, год труда наступил. Предстоит у нас такой интересный, сложный год, у нас предстоят предвыборные кампании. И я думаю, что мы дальше продолжим наше плодотворное сотрудничество. Я хочу в этот день выразить слова благодарности своему наставнику и учителю, это своей матери Валентине Николаевне Сароватской. Вы все прекрасно знаете, она возглавляла честь и достоинство пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. И в принципе то, что сейчас я делаю во главе заместителя директора муниципального центра управления, до этого полгода назад возглавляла чуть больше года отдел пресс-службы окружной администрации. И сегодня благодарю союз журналистов республики, членов конкурсной комиссии за то, что оценили нашу работу. Сегодня нам была вручена номинация специального приза «Лучшая пресс-служба за 2022 год». Хочу поблагодарить свою команду за то, что вы у меня есть, за то, что мы делаем с вами. Действительно, ваша оценка окрыляет нас, чтобы и дальше вносить новые проекты, оперативно и достоверно доставлять информацию. И мы привыкли работать как бы 24/7, дальше будем продолжать. Если были какие-то неурядицы или разногласия в течение года, вы уж простите меня, вас много, я одна. Вот. Но будем исправляться и оперативно также решать все наши вопросы. Я желаю вам самое главное в наше непростое время крепкого здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, острого пера, и чтобы мы доставляли только достоверную информацию. Спасибо, друзья. За добросовестную плодотворную работу, вклад в развитие городского округа города Якутск, благодарственными письмами окружной администрации города Якутска награждаются Бурцева Татьяна Алисифоровна, заместитель редактора сетевого издания «Сахалай». Николай Гаврилович, директор, главный редактор дирекции радио национальной вещательной компании «Саха». Желтин Олег Леонидович, главный редактор интернет-ресурса «Округ ТВ». Васильевна, исполняющая обязанности главного редактора республиканской газеты «Якутия». Заместитель главного редактора интернет-издания «Саханьюз».
интернет-издания Art.ru. Главный редактор интернет-издания «Вести 14». Подкорыва Алена Сергеевна, редактор «Якутия Медиа». Главный редактор республиканской газеты «Саха-Сиря». Угарова Яна Иннокентьевна, главный редактор журнала «Журфикс». Корреспондент Якутского Саха информационного агентства. Яковлев Александр Петрович, главный редактор газеты «Примата Водкара». Алексей Викторович, главный редактор интернет-издания «Саха-Пресс». День российской печати стало доброй традицией подводить итоги городского конкурса среди журналистов. В 2022 году мы провели конкурс на лучшее освещение мероприятий, посвященных празднованию 590-летия города Якутска. На конкурс принимались журналистские работы, опубликованные в периодических печатных и интернет-изданиях или прошедшие в телевизионном эфире в течение 2022 года. Выражаем огромную благодарность всем журналистам, принявшим участие в конкурсе, за освещение городских тем, событий и проблем. Надеемся на активное сотрудничество в новом 2023 году, в котором нас ожидают не менее масштабные и судьбоносные события. А победителям конкурса, посвященного юбилею города Якутска, сегодня вручаются сертификаты на денежные призы в размере 30 тысяч рублей. Победителями городского конкурса журналистов за 2022 год стали номинации «Лучшая публикация» среди публикаций в печатных средствах массовой информации. Алексеева Томская Розалия Михайловна, корреспондент газеты «Мингород». Серия телесюжетов Илякова Светлана Хисамфовна, редактор телевизионной программы «Двух Джакускай» национальной вещательной компании «Саха». Серия радиосюжетов Киевский Иннокентий Тимофеевич, начальник службы радиовещания государственной телерадиокомпании «Саха»
ведущий радиопрограммы «Той-Той Телемять». Лучшая интернет-публикация с фотографиями с серии публикаций Горохов Михаил Леонардович, корреспондент сетевого издания «Комсомольская правда» Якутия. На этом наша встреча завершается. Еще раз поздравляем с профессиональным праздником и приглашаем на общее фотографирование. Давайте сейчас немножко разработаем микрофон, коллеги хотят ответные поздравления. Здравствуйте, коллеги, всех с праздником, с прошедшими праздниками. Я очень благодарна, что мне сегодня как неожиданно вручили орден столетия Якутской ССР. Не ожидала, очень приятно. Я на самом деле хочу благодарить лучшую пресс-службу по итогам 22 года «Городские бумаги города Якутска». На самом деле это очень оперативная пресс-служба, которая на связи с журналистами 24/7. Люди можно позвонить, не знаю, я ей звонила 1 января в 10 утра. Люба подняла трубку, мы начали с ней работать. Так что в любой день, в любое время суток можно с ней созвониться, получить информацию, очень быстро отработать любое событие, любое происшествие. Поэтому наша работа журналистов очень сильно зависит от работы пресс-службы. И очень рада, что сегодня пресс-служба, они стали очень открытыми, оперативными, работают прямо на одной волне, на одной душе с нами. Не давайте, пишите запрос, ответим в течение 30 дней и так далее. Да? Вот, поэтому я хочу сказать большое спасибо лично Любе, всей вашей команде за вашу оперативность, открытость. Ну и это означает, что власть реально стала городская очень открытая, доступная для СМИ, для обычных людей. Спасибо большое за вашу такую работу, которая такая же, как у нас, журналистов, 7/24. Спасибо большое. И мы хотим от имени нашего Якутского информационного агентства вручить руководителю пресс-службы мэрии наш небольшой подарочек тоже. В этот день мы, кстати, сегодня вручаем практически всем пресс-секретарям, потому что это ваш праздник сегодня тоже, это не только журналистам, но вы тоже журналисты. Вот, и наш главный удар сейчас вам вручит подарок.